Наследие. Пора взросления. В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и мысли. Так сказал когда-то классик. Гульнора Ембергенова не спорит с ним, но для нее на первом месте все-таки одежда. Гульнора Ембергенова – преподаватель училища искусств города Нукуса и одновременно художник-модельер. Ее хобби тесно связано с тем, что она учит своих студентов. А учит она прекрасному. Одним из самых главных способов художественного самовыражения народа всегда была национальная одежда. С древних времен халат, платок или головной убор не только согревали человека, не только защищали от ветра и непогоды. Они должны были дарить ему радость. Вот почему свадебный наряд девушки Коккойлек вышивался вручную по несколько лет. Нам, выросшим в одежде, скроенной на промышленном конвейере, растиражированной в миллионах экземпляров, трудно это даже представить. Наряд каракалпакской девушки не спутаешь ни с каким другим. Посмотрите. Вот этот халат называется жегде. Он украшен узорами, кисточками, бусами. Вот кимешек, накидка на голову. Раньше каждая девушка в пору взросления по 3-4 года сама вышивала себе кимешек. А эти украшения из серебра, стекла, кораллов, полудрагоценных камней делали великие народные мастера. Вот хайкел в форме бараньей головы. Здесь тумар, расшитый кошелек для хранения амулетов, интимных вещей. А это нагрудное украшение онирманчак. Напоминает своей формой юрту. Шарт түйме төрт жағында қасы болғандықтан шарт түйме деп аталған, жалпақ түйме һәм шымалақ түймелер тағылған. Неизъяснимая красота кроется в плавных линиях и фантастических узорах каракалпакского платья. Их можно читать как интересную нескончаемую книгу. Любая эта вещь несет в себе отпечаток богатой истории, скрытые на первый поверхностный взгляд черты характера целого народа. Одежда неотделима от веры, обычаев, традиций. Вот почему так порадовала нас эта свадьба. В классических торжественных нарядах жениха и невесты
впервые увидели мы так ярко и выпукло национальные мотивы. Согласитесь, ни во Франции, ни в Греции такие платья не сошьют самые престижные кутюрье. Душа народа не только в его музыке и танцах. Когда-то обилие Левисов, Монтан, подделок под Кардена, Зайцева радовало. Мы входили в мир, приобщались к достижениям других цивилизаций. Сегодня засилие джинсов и батников на улицах поселков и городов скорее огорчает. Признаемся честно, то, что вы видите сейчас, не документальное кино, а художественное. Мы поставили этот эпизод, чтобы зритель почувствовал самобытность нашего небольшого народа, слитность и органичность жизни людей с неброской, суровой, но такой родной природой. Ателье «Айгуль» – единственное сегодня в столице Каракалпакстана ателье, где вам сошьют не просто современное, не просто красивое платье. Всю жизнь мечтала об этом Захира Уразбаева и успела за несколько лет до смерти создать такой истинно творческий коллектив. Подлинные мастера своего дела, сохранившие народные традиции, умело используют их при создании повседневных и праздничных нарядов для своих земляков. Мы стали мудрее. Мы хотим, чтобы с детства, в семье, в быту, в повседневной жизни человек впитывал в себя богатство обычаев и традиций предков. Пора взросления. Девушки в эту пору садятся за вышивку своего свадебного кемешека. Может быть, всем нам стоит задуматься. Время слепого копирования, подражания прошло. Мы взрослеем. А это пора, когда и каждый человек, и целый народ становится самобытным, уникальным, не похожим ни на кого другого в мире.
Конец первого фильма.